можете подключаться, когда вы посчитаете необходимым задать вопросы докладчику. Да, вот. Ну а я предоставляю слово заведующему кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин Владиславу Львовичу Бенину, который, в общем-то, является, наверное, родоначальником, инициатором проведения этой конференции на базе нашего университета. Спасибо, Тимур Закирович. Уважаемые коллеги, здесь нет чинов, здесь нет степеней, здесь все мы коллеги, участники конференции. Я буду краток. Я желаю вам успешной апробации. Я желаю вам хорошего, позитивного ощущения от опыта, полученного во время сегодняшней конференции. Я желаю вам, чтобы на этом ваши научные изыскания не закончились. И с большим удовольствием предоставляю слово проректору по научной работе Башкирского государственного педагогического университета Сухановой Наталье Викторовне, доктору наук и профессору. Уважаемые коллеги, дорогие участники конференции, я смотрю по видеосвязи, у нас достаточно большая, широкая аудитория. И сегодня мы проводим очередную 17-ю конференцию. Как правильно сказал Тимур Закирович, это уже традиция. И причем конференция, сокращенное название ЧОКС, я думаю, ее знают все наши студенты, преподаватели. Это бренд нашего университета, это его традиция, это площадка, на которой наши преподаватели, студенты, аспиранты могут представить результаты своих научных изысканий. И самое главное то, что для студентов, особенно младших курсов и старших тоже, это площадка для того, чтобы испытать себя в рамках спикера. Это очень хорошая возможность испытания себя на написание статей научных, потому что каждый год эта конференция собирает большой сборник научных статей. Он индексируется в РИНЦе, и наши аспиранты, студенты используют их уже при защите своих диссертаций или ВКР, если это бакалавриат. Хочется сказать, что наше руководство в лице Салавата Талгача Сагитова всегда приветствует активное участие студентов в научных исследованиях, в демонстрации своих исследований на конференциях. Поэтому данная конференция и является, вот я уже повторюсь, замечательной площадкой для возможности реализовать ваши возможности вот в плане научной работы. Еще хочется пожелать нашим участникам такого дружного, хотя, конечно, сложно это сделать, наверное, в Zoom, но все равно любая конференция – это установление связей, именно научных связей между студентами, между учеными. Я думаю, что вот эта площадка позволит вам создать такую доброжелательную атмосферу научной дискуссии и поможет вам в дальнейшем творческом и научном росте. Кроме того, хочется сказать, что конференция проходит в рамках Евразийского молодежного форума. Он у нас стартовал 12 апреля, в День космонавтики, и закончится только в конце этого месяца. И значимое событие этого форума является, конечно, конференция. Эта конференция вошла в перечень мероприятий Министерства просвещения, и мы вот результаты будем отправлять нашему учредителю.
Желаю вам творческих успехов, активной работы и таких хороших дебатов и дискуссий. Спасибо. Так, и вот я бы хотел сейчас узнать, да, уважаемые участники конференции, которые нас слушают и смотрят через Zoom, есть ли Элизабет Перл Хьюз, чтобы также преподаватель, старший преподаватель Американо-Башкирского колледжа вышла с нами на связь. Есть. Нет, не может быть. Не может. Почему? Ну, тогда мы начнем, собственно, конференцию, наше пленарное заседание. Вот. И первым докладчиком у нас выступает Нурыева Полина Сергеевна «Влияние Византии на формирование культуры Киевской Руси». Влияние Византии на формирование культуры Киевской Руси. В статье рассматривается влияние процесса принятия христианства на развитие культуры Киевской Руси. Основное внимание уделяется различным областям – письменности, иконописи, архитектуры. Авторам отмечается, что принятие христианства стало важным этапом для скачка в развитии всех культурных областей Киевской Руси. Византия, как наследница и преемница греческой культуры и государственной правовой организации Римской империи, оказала огромное влияние на Киевскую Русь. Это неудивительно, поскольку она являлась мощным и развитым европейским государством. Она же привела к интенсивному развитию древнерусской культуры. Обратимся к термину «культура». Существует многочисленные толкования понятия «культура». Сам термин берет свое начало от латинского слова «cultura» – разделывание, воспитание. С течением времени его значение расширялось. В настоящее время этим термином определяют и совокупность накопленных обществом ценностей и норм, и вещественный мир, находящийся вне человека, и внутреннюю культуру личности. Издавна между Киевской Русью и Византией складывались плодотворные торговые и политические союзы. Для торговли использовался Великий путь из Варяг-Грита, благодаря которому возникали новые города. Одновременно с этим русские князья совершали военные походы на Царьград, которые заканчивались подписанием новых договоров. Византия являла собой эталонную цивилизацию не только для Руси, но и для Западной Европы. Но основное влияние Византии на славянский мир осуществлялось посредством его христианизации. Она же послужила идеологической основой для объединения славянских народов в единое русское государство. Политическое и культурное значение принятия христианства имело несколько значений. Усиление княжеской власти, расширение политических и экономических связей с соседями, привнесение новой для Киевской Руси христианской культуры. На протяжении нескольких столетий происходило взаимовлияние языческих традиций и христианства. Но стало ли принятие христианства толчком для развития искусства? В Киевской Руси принятие христианства произошло в X веке. Проникая в общество Руси, религия влекла за собой глубокие морально-нравственные перемены. Но не только среди простого народа, но и у представителей княжеского рода, даже у князя Владимира. Имея в молодости дурной нрав, с принятием христианства он словно переродился. Чтобы христианство на Руси материально обеспечить, Владимиром был введен десятинный налог, согласно которому князья должны были платить десятину из своих доходов в пользу церкви. Центрами древнерусского просвещения стали монастыри, в частности Киево-Печорский монастырь, основанный святым Антонием и приведенный святым Феодосием в состояние стройной внешней организации и высокого духовного совершенства. Во второй половине XI века благочестивые иноки книголюбы собирали, переписывали и переводили с греческого книги различного содержания. Священные писания, богослужебные книги, поучения, сказания, жития святых. После принятия христианства и распространения письменности новгородские берестяные грамоты активно развивалось книжное дело, Астромирово Евангелие и сборник Святослава. Владимира Суздальская архитектурная школа, Успенский и Дмитровский соборы, храм Покрова и другие формируются в XII веке.
При строительстве белокаменных соборов из местного камня и известняка были приглашены строители из Западной Европы. В искусстве периода объединения русских земель 13-15 веков характеризуется образованием художественных школ. Новгородская художественная школа складывается в конце XIII века и достигает расцвета в XIV-XV веках. Культурное влияние Византии на Киевскую Русь было интенсивным. Специфика религии привела к развитию письменности, иконописи и архитектуры. Это у меня все. Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Наша интернет-аудитория не имеет желания задать вопрос? Спасибо большое. Спасибо, присядьте, пожалуйста. Ну, Закирович, продолжаем. С вашего позволения я предложу на этот вид, наверное. Так, сейчас приглашается Шафеева Элина Ильдаровна, «Экономика знаний как стратегия развития образования». Просьба чуть погромче говорите, потому что в YouTube можно вас не слышно. Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию доклад на тему «Экономика знаний как стратегия развития образования». На сегодняшний день развитие образования как одна из ключевых проблем развита в обществе. Тенденции развития образования и реалии нашего времени диктуют необходимость изменения стратегии образования и подходов к ее интерпретации. На сегодняшний день система образования направлена на развитие человека и удовлетворение его образовательных потребностей. Исходя из этапов развития общества и исторической судьбы, можно судить о том, что экономика как экономическая основа влияет на ситуацию и необходимость приобретения образования. Ключевым фактором развития общества выступают процессы производства, распределения знаний, которые в будущем станут базисом для воплощения инновационных идей и будут определять достигнутые уровни и качество знаний. С точки зрения терминологии, экономика знаний, человеческий капитал соотносится с метафорами категориального аппарата и получает реальное значение лишь при осознанном переосмыслении и понимании позитивного контекста вышеуказанного. То есть экономика знаний как то, что определяет старт и способствует научно-техническому развитию общества. На заре цивилизации можно рассмотреть прогресс от простого ремесленного труда и примитивных станков до самого современного оборудования, способность применять его как на планете Земля, так и в космосе. Для того, чтобы создать новинку и воплотить его в реальность, требуется целенаправленная деятельность ученых. Стоит обратить внимание на то, что необходимо признавать место знаний и технологий во всей экономической системе. В то же время полученные знания быстро трансформируются и становятся все более коммерциализированными, что в свою очередь влияет на качество знаний и условия подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Стоит обратить внимание на то, что знания имеют свойство устаревать. Не факт, что студенты, получая знания в наши дни, лет через 10 сумеют применять полученные знания на практике. Тогда актуальность теряется, необходимо стремиться к тенденции образования через всю жизнь и регулярно пополнять данный багаж знаний, создавая некий фундамент, базис которого легко надстраивается. Индекс экономики знаний взаимосвязан с такими концептами, как экономический режим, инфраструктура технологий и инновационность направлений. Таким образом, если экономический режим взаимосвязан с состоянием современного общества и ее правовой культуры, стремится регулировать на уровне государства качество экономической системы, устранять барьеры, влияющие на развитие качества образования, требуется некое политическое регулирование и противодействие коррупции в том числе, тогда как образование и компетенции направляют все усилия на повышение финансовой грамотности населения, улучшение качества знаний, повышение интереса к получению образования. Требуется интенсивность подхода к преподаванию профильных дисциплин, выступая за гендерное равноправие. Инновационность направлений экономики знаний контролирует систему образования с точки зрения новизны, получаемых результатов исследований, достигая путем повышения роли коммуникации между будущими работодателями и нынешними студентами. Инфраструктура технологий отвечает за сам технологический процесс передачи и применения новой информации, обобщает и отражает статистические данные и представляет обоснованную интерпретацию.
Экономика знаний и ориентир в область высоких технологий мотивирует модернизацию образования и ускоряет темпы для определения стратегии развития, разработки тактических механизмов, применяемых на практике. Как один из ресурсов развития системы образования, как современный тренд, стоит рассматривать переход на трехуровневую систему подготовки кадров. Качественные изменения по итогам Болонского процесса приводят к разделению системы обучения на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. В свою очередь, данное новшество позволяет выпускникам вузов открывать потенциальные возможности для международного признания их на рынке труда и в качестве востребованных специалистов. Стоит отметить, что наблюдается снижение количества бюджетных мест в вузах. Исходя из этого, многие выпускники школ вынуждены выбирать вуз по принципу бюджетных мест, или же это связано со стоимостью обучения, востребованностью получаемой профессии. В то же время получение диплома – это одно из важнейших инвестиций в будущее выпускника, ориентированного на развитие карьеры и успешное саморазвитие. В то же время бакалавриат, по мнению многих, не является завершенным уровнем высшего образования и требует наличия магистратуры, что в современных условиях не каждый выпускник бакалавра в силах совмещать обучение и трудовую деятельность. Во многих вузах отсутствует бюджетная основа обучения, и именно поэтому перспективные выпускники вынуждены выбирать далеко не свой альма-матер. Экономика знаний требует повышенного интереса и практикоориентированности, индивидуального подхода к каждому обучающемуся, признания его как личности и формирования условий для реализации индивидуального образовательного маршрута, для определения траектории индивидуального развития и осознания своих образовательных потребностей. То есть экономика знаний как один из факторов требует регулярного мониторинга за качеством знаний, уровнем их освоения, мотивации к формированию конкурентоспособного и компетентного выпускника. На этом у меня все. Можно к вам вопрос? Да, конечно. Вот тема достаточно острая в условиях социально-экономического кризиса мирового. Да, а скажите, вот расходы, государственные расходы на образование, в общем-то, как-то влияют на сам процесс приобретения знаний и школьниками, и студентами, и всеми, кто хочет получать образование? Или, в общем-то, государство к этому процессу не имеет отношения? Спасибо за вопрос. Государство имеет, конечно же, отношение к тому, чтобы выпускники хорошо обучались и к тому, чтобы они получали образование. Естественно, со стороны государства есть огромные потоки финансирования для развития образования, но на сегодняшний день не каждый выпускник школы или же не каждый выпускник вуза осознает необходимость дальнейшего продолжения обучения или же не оценивает тот вклад, который и ту возможность, которую ему дает государство. То есть не каждый нацелен на то, чтобы хорошо учиться. Не каждый ценит тот вуз, куда он поступил, или же свою специальность. И поэтому, наверное, снижается мотивация, и исходя из этого как раз-таки возникают те самые сложности. Так, есть ли у участников вопросы к докладчику? Нету, да? И вот я сейчас узнал, что с нами на связь смогла выйти Элизабет Перл Хьюз через Zoom. Если это возможно, мы бы хотели услышать нашего американского коллегу, старшего преподавателя Американо-Башкирского колледжа. Вам спасибо. Есть? Нет. Вот я вижу, Вячеслав Дмитриевич, по-моему, на связи. Нет? А, вот все, да, Элизабет здесь. Good morning, dear Elizabeth. We are connected. Good morning, everybody. Good morning. I'm happy to be here with you all. Мне очень приятно всех вас видеть. Today I wanted to talk with you a little about the importance and the value of learning about other cultures. Сегодня позвольте мне на вашей уважаемой конференции сделать несколько замечаний о том, какую роль играют культурные контакты в формировании дискуссии. When you study other cultures, you get to understand the world better.
The world comprises of people with diverse cultures. Where possible, being exposed to different cultures helps you embrace and appreciate people that are different from you. Further, the more you interact with people from different cultures, the more you respect and value them. Взаимодействие с другими культурами позволяет узнать их лучше, освоить их, узнать их традиции и опыт, и это позволяет формировать уважительные к ним отношения и ценить их. It also minimizes stereotypes. When you learn about people and their different cultures, their different ways of thinking, you'll be less likely to classify them depending on those stereotypes. Remember, everybody is different, and what one person does shouldn't be used to define an entire community. Очень важный аспект взаимодействия является снижение и устранение стереотипов о культурах. Иногда они бывают отрицательными, эти стереотипы. Но склонны судить о культурах на основе какого-то одного представителя или небольшой группы. Очень важно узнать всю культуру, весь этнос. Yes, it also helps to overcome ethnic and racial divisions. Ethnic and racial divisions can hurt society. For instance, it could lead to a lack of opportunities, misunderstandings, and in the worst cases, it can lead to violence. Communities marred by ethnic and racial rivalry often suffer from both human and financial resources. These vices distract communities from finding concrete solutions to their budding problems, issues. Этническое и расовое разнообразие в мире иногда приводит, как мы знаем, наносит вред обществам. Деление людей по этническим и расовым признакам не является здоровым в любом обществе. Оно приводит к дискриминации и порой к насилию. Поэтому очень важно понимание культуры, взаимодействия с ними, и это позволит устранить разнообразные проблемы и нам в начале их поступления. Thank you. It also promotes understanding. You know, lots of problems can arise from misunderstandings, especially because we live in a multicultural world. By learning and understanding different cultures, you understand why people do the things the way they do. When you identify with other people, you sympathize with their situations. This facilitates understanding and prevents misunderstandings. Взаимодействие с этносами и культурами формирует понимание этих культур, их ценностных, традиционных ориентиров различного плана, развивать симпатию у других этносов, вступающих в взаимодействие. Таким образом устраняет различные аспекты непонимания и невосприятия других культур. It can also help you learn and understand different ways of doing things. Cultural practices shouldn't be the reason why people oppress one another. While discarding some practices is impossible, some sections of different cultures need to be renounced. We can change some things. Learning about diverse cultures helps you realize that there are numerous approaches to life, and your way may not be the best. Культурно-практическая деятельность этносовой культуры также представляет богатое разнообразие. Иногда по традициям этносы и культуры придерживаются традиций, которые наносят вред, и взаимодействие с другими культурами приводит к пониманию, что нужно отказаться от некоторых отрицательных традиций. Ведет к пониманию того, что наши культурные сценарии не являются самыми лучшими. Yeah. And many times interacting with people from different cultures helps you view life from a different perspective. When you learn about different cultures,
you establish a new way of thinking in approaching and solving problems. I certainly have learned a new way of thinking by living here in Russia. Очень большой аспект имеет аспект обогащения, когда мы знакомимся с новыми культурами, с их культурными сценариями, поведениями, традициями. И это также ведет к сближению культуры и разрешению возникающих проблем. It can also help you cope with an ever-changing world. In today's techno-savvy times, the world is rapidly becoming smaller. As people travel far and wide, there are high chances that you will encounter people with varying cultures. You'll need to master the art of tolerating each other, understanding that there are differences. Remember, you also want people to tolerate you. And the best way of achieving this is by being understanding. Из своего собственного опыта пребывания в других культурах и в частности в течение длительного времени здесь, в России, я также прихожу к опыту, что это очень что это для меня очень богатый опыт. Я узнала так много о российской культуре. И сегодня мы очень много путешествуем. Благодаря технологическому прогрессу и коммуникационным возможностям мир как бы стал теснее и меньше. Поэтому люди очень много путешествуют и, конечно, знакомятся в большей степени, чем прежде, с новыми культурами. И здесь вопросы восприятия, толерантного отношения к культурам имеют первостепенное значение для их восприятия и понимания культуры. Yes, so those are just a few advantages and helps to reasons why it is good to study different cultures and to learn about other people. Вот таковы мои личные обобщения, заключения в результате пребывания в различных культурах, в том числе и российской культуры, с которой я хотел сегодня с вами поделиться. Благодарю вас за внимание. Thank you, Elizabeth. Thank you very much for allowing me to join you. It was a pleasure to be with you. Большое вам всем участникам и организаторам спасибо за такую прекрасную возможность выступить перед молодежью и участниками международной конференции. Огромное спасибо, Елизабет. Большое спасибо, Вячеслав Дмитриевич, за перевод. Вопросы можно? Да, вопросы. Вот если Елизабет не торопится, мы бы хотели задавать вопросы. Elizabeth, thank you very much on behalf of the organizing committee. They appreciate very much indeed. They would like to ask some questions, but we know you are going to class right now. Yes, unfortunately. I cannot stay longer with you all. К сожалению, не могу больше остаться, но буду рада новым возможностям пообщаться с молодежью и с организаторами. Definitely. Goodbye. До свидания. Ну, нет. К сожалению, да, ситуация, связанная со всеми этими дистанционными нашими делами, наверное, было бы очень интересно, если бы, да, Елизабет присутствовала здесь лично. А сейчас приглашаем для выступления Садыкову Эльзу Зинуровну с темой «Профессиональный этический кодекс учителя. Миф или реальность». Презентация, кстати, называется. Презентация, кстати. Ниже. Совет проявился, презентация. Прошу прощения, меня срочно вызывают. Мы вас вынуждены покинуть. Доброе утро. Но я верну. Там есть еще. Презентер есть. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Профессиональный этический кодекс учителя миф или реальность.
данной статье рассматривается эффективность разрешения педагогических споров и конфликтных ситуаций в педагогической сфере с помощью профессионально-этического кодекса. Дается попытка объяснения важности профессионально-этического кодекса для современного педагога. Можно следующий слайд? У вас там презентер. Где? Современный учитель настолько уязвим, что любой человек при желании способен добиться его увольнения. Часто педагог остается один на один с несправедливым родительским натиском, так как не находит поддержки среди коллег и администрации школы. Прецедентом к тому может служить что угодно, не так одет, не та прическа, либо макияж. Представитель не той расы, веры или национальности, имеет не то мировоззрение или хобби и тому подобное. Все это является почвой для возникновения педагогического конфликта нравственно-этического характера. Ярким примером подобного это скандальная ситуация с увольнением Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, возникшая по причине опубликования фотографий в купальнике на странице социальной сети. Сейчас вы можете увидеть эти как раз таки фотографии, за что ее уволили. Людей, поднявших скандал, не смутил факт того, что этот учитель является членом Федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», а непозвонительный снимок был сделан во время акции, приуроченной в поддержку зимней универсиады. И аналогичных случаев по всей России много. Поэтому Министерство просвещения выпустило профессионально-этический кодекс, являющий инструментом разрешения спорных и конфликтных ситуаций. Однако данный кодекс не является, к сожалению, не решает обозначенную ранее проблему. Дело в том, что в нем большой акцент обращен в обязанности учителей, но упускаются их права в разрешении педагогических конфликтов. Кто же должен входить в комиссию и как она должна работать? Имеет ли право участвовать в работе комиссии представителей школы? Какие вводятся санкции в адрес нарушителей кодекса, а также какие закреплены и гарантированы педагогу при разбирательстве права? При существовании таких правил в профессионально-этическом кодексе большую часть конфликтов можно было бы разрешить без привлечения общественного внимания к профессионально-педагогическим издержкам деятельности специалиста. Значит, наступило время глобальных изменений. Это подразумевает создание условий для трудовой деятельности современного учителя, затрагивающих все его сферы жизнедеятельности, в том числе экономическую и психологическую помощь. Профессионально-этический кодекс представляет собой совокупность определенных обязанностей и норм поведения, регулирующих взаимодействие в профессионально-педагогическом сообществе. Невозможно предугадать все возможные способы предотвращения конфликтов, либо их разрешения. На наш взгляд, эффективно могла бы стать независимая комиссия по урегулированию педагогических конфликтов. В ней активную работу смогли бы проводить независимые узкоспециализированные эксперты в зависимости от специфики разбирательства. Однако постоянными членами комиссии должны стать культурологи, преподаватели психологии и педагогики, а также представители Министерства просвещения. Важным моментом является следующее. Любой субъект конфликта может принимать участие в разбирательстве только в качестве свидетеля. Итоговое решение принимается коллегиально на основании представленных комиссией доказательств. Самой крайней меры в случае обнаружения грубейших нарушений педагогической этики считается запрет на ведение педагогической деятельности в любых учреждениях образования. Таким образом, фундаментом государства является система образования, которую закладывает учитель. Именно от него зависит завтра, кто будет учить и лечить людей, обеспечивать нашу безопасность, защищать страну и ею управлять. Образование человека определяет будущее любой страны. Поэтому нужно осознавать уже сейчас, что крах образования – это крах нации. У меня все. Так, Эльза,
тема достаточно острая, затронутая в вашем докладе. Пример вы, в общем, привели только один, хотя на самом деле, да, примеров много конфликтных ситуаций с учителями в частности. Вот вы сказали, что этический кодекс не решает проблемы, ну, потому что там излагается избыточно обязанностей и мало говорится о правах. Вот только по этой причине он не решает проблемы. Носит формальный вообще характер, должен нести корпоративный. Есть 3 вида вообще кодексов на самом деле, и самый эффективный из них является корпоративный. Именно потому, что он узкоспециализирован для определенной группы людей, и именно если его сделать корпоративным для узкоспециализированным, где будут затрагиваться не только обязанности, но и права в том числе, потому что невозможно быть, у любого человека есть права и обязанности, такого не может быть. И Татьяна Кувшинникова, это же право на частную жизнь, которую на данном, вот именно если говорить об этом примере, все это было сделано за пределами школы. Это не являлось как бы пропагандой какой-либо сексуальной. Здесь была пропаганда спорта, здорового образа жизни, но при этом директор, я хочу показать заголовки, которые были как раз-таки. Директор достаточно очень резко выступил с позиции и просто по заявлению одного из родителей уволил, при этом не разбираясь в нюансах. Так, а вот, ну хорошо, сейчас подожду. Посмотрите внимательно на заголовки, которые шли именно в адрес этого учителя. Аморальная чемпионка, уволившая из-за учительницы преподавателя. Главное, чтобы сыну дали доучиться, как раз таки говорила эта родительница. Ну вот, Эльза, посмотрите, педагог, в отличие от многих профессий, это профессия публичная. Да? И вот вы сказали о том, что ну, некие фотографии были сделаны за пределами, да, рабочего времени. Но вот особенность публичной профессии в том, что, в общем-то, здесь просто нету времени вне работы, если это публичная профессия. И я не говорю о конкретном случае, да, вот, когда там человек просто выставил свои фотографии в связи с участием в определенном движении, мероприятиях и так далее, да, а в принципе, на ваш взгляд, вот не является ли здесь проблемой и недопонимание самими учителями, что публичность предполагает фактически круглосуточное участие, ну, публичность профессии, круглосуточное участие вот во всех вопросах, в том числе и то, что делается за пределами школы, не означает, что это не относится к деятельности учителя. С одной стороны, вы правы, необходимо, чтобы каждый педагог и вообще выпускник педагогического вуза осознавал, куда он идет и чем он занимается, потому что на нем лежит огромная ответственность, потому что если вот сравнивать профессию учителя и, например, врача, врач отвечает за сегодняшний день, за сегодняшний момент, за жизнь человека, а учитель отвечает за завтрашний день, за будущее того человека, которого он как раз-таки обучает. Действительно, он должен осознавать эту ответственность, на котором есть, это самовоспитание. Однако есть некоторые частные факторы, которые не должны касаться профессиональных издержек. Разумеется, современных учителей, большинство, они вообще ничего не выкладывают. И с одной стороны, вот когда смотришь эти социальные сети, ощущение, что они не сидят в них, и складывается такая ситуация, когда современные подростки и учителя, они становятся на разных платформах, и начинается вот проблема отцов и детей, недопонимание. Чтобы не было этого недопонимания,
необходимо, чтобы учитель был близко к детям в плане интересов. Да, например, еще один случай был, когда на эту же тему была проблема уже с учителем английского языка. Но, слава богу, эту проблему удалось решить. И более того, что он говорил на этот счет, они говорили, учить английскому языку на самом деле очень сложно. Особенно если дети не хотят учиться. Потому что говорить нужно на темы, не которые интересны учителю, а интересно именно детям. В этом случае разговорная речь гораздо проще развить у этих детей. И что он делает? Он говорит на те темы, которые интересны детям на английском языке. Они говорят на уроках только на английском языке. И благодаря его интересам к спорту он как раз-таки получил один из инструментов общения с детьми. Ну, спасибо большое за доклад. Тема действительно интересная, о ней можно дискутировать достаточно долго. Садитесь. Есть какие-то вопросы? Да, если есть из интернета у участников. Если вы будете работать преподавателем, считаете, что вы всегда ли сможете соблюдать данный кодекс для преподавателя и не стать прецедентом для подобных разбирательств? На самом деле, моя тема, она очень сильно, дипломная работа, перекликается с этой статьей. И я на данный момент отвечаю на главный свой вопрос, буду ли я работать в школе. Я буду работать только при условии, если как раз-таки именно профессиональный этический кодекс и единые правила для всех учителей будут существовать. Именно в этих условиях я смогу существовать и понимать, что, условно говоря, через 5 лет у меня будет вот это, через 10 я могу построить вот это. Если же этого ничего нет, и есть полная неизвестность, и при этом будет заработная плата, условно говоря, 15 тысяч, но при этом я не буду цена как специалист, я не вижу смысла работать в школе. И мое исследование, одно из продолжений как раз-таки этой статьи, показывает, что у большинства есть сомнения, стоит ли идти вообще в школу. Финансовая сторона – это еще один вопрос для дискуссий длительных, да, сколько и как и почему должен оплачиваться труд педагога. Ну, нету пока. Спасибо большое, Эльза. Сейчас приглашается для выступления Алина Марсовна Асылгузина. Не просто докладчик, но один из главных организаторов этой конференции. Прошу вас. Добрый день, уважаемые участники, коллеги, слушатели конференции. Представляю вашему вниманию доклад на тему «Современные подходы к использованию проектных технологий в преподавании мировой художественной культуры». Художественное воспитание – это целенаправленный процесс, обеспечивающий формирование учащихся развитого эстетического сознания, вкусов, потребностей и интересов к художественному творчеству. Осваивая мир художественных образов, ученик может научиться воспринимать не только красоту в искусстве, но и в окружающей среде, в межличностных отношениях. Приобретенное в школе эстетическое восприятие действительности поможет в будущем достичь гармонии не только в семейной, но и в профессиональной жизни. Работа учителя мировой художественной культуры связана с поиском эффективных технологий обучения. Их целью является не только передача знаний, но и признание, развитие, рост творческих интересов и способностей каждого ребенка, продвижение его самостоятельной, продуктивной учебной деятельности. И одной из таких технологий является проектная технология. Проектные технологии отличаются высокой коммуникабельностью и включают выражение собственных мнений, чувств, мыслей учеников. Активное участие в реальной деятельности и признание личной ответственности за успеваемость. Безусловно, на подготовку и оформление презентации проекта уходит гораздо больше времени, чем на выполнение традиционных заданий. Но проект ценен тем, что в его реализации обучающиеся учатся самостоятельно приобретать знания.
также приобретают опыт познавательной и образовательной деятельности. Стоит рассмотреть также основные правила использования проектных технологий в практике преподавания мировой художественной культуры. Это создать условия для формирования исследовательских и творческих умений учащихся, показать умения отдельного ученика или группы учеников, использовать приобретенный в школе исследовательский опыт, реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем, продемонстрировать уровень обученности и знаний в области предмета, и также подняться на более высокую ступень образованности. Благодаря этим условиям учитель пытается решить на уроках определенные задачи, такие как развитие познавательных и творческих способностей учащихся, развитие эмоциональной сферы личности, ее способностей, склонностей, интересов, совершенствование способностей к самообразованию, развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и выделять главное, развитие навыков публичного выступления и также развитие у школьников коллективной творческой деятельности, способности к сотрудничеству. Особенность проектных технологий является его форма организации. Организуя работу над проектом, важно соблюсти несколько условий. Во-первых, тематика проекта должна быть актуальной. Во-вторых, проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний. И в-третьих, необходимо вовлечь в работу всех обучающихся в классе, предложив каждому задание с учетом уровня его компетенций. В работе над проектом могут возникать различные формы, в работе над проектом могут взаимодействовать различные формы урочной и внеурочной деятельности. В зависимости от доминирующей деятельности учащихся в процессе создания проекта выделяется несколько видов проектов. Это практикоориентированные проекты, информационные проекты, творческие проекты и исследовательские проекты. Также стоит обратить внимание, то, что в преподавании мировой художественной культуры могут использоваться практически все виды проектов. Использование проектов создает условия для формирования у обучающихся исследовательских навыков, развития логического мышления, критического мышления. В процессе реализации проектной деятельности меняются ролевые функции учителя и ученика. Ученик становится полноценным субъектом взаимодействия с учителем. Основная функция преподавателя – это консультирование, позволяющее обучающимся реализовать свои творческие идеи, логическую и технологическую цепочку в процессе работы над проектом. Таким образом, исследование технологий проектной деятельности в обучении позволяет учащимся заниматься реальной творческой и исследовательской деятельностью и направлять на их достижение реального продукта, а также развивать ключевые универсальные компетенции. Кроме того, самостоятельный выбор и содержание методов реализации проекта способствует развитию эмоциональной сферы личности учащихся и способностей, их склонностей и интересов. Спасибо за внимание. Так, Алина, вот вы сами изнутри знаете, что такое проектная деятельность. Вы участвовали неоднократно в организации конференции. Я вас привлекал в том числе в различные конкурсы. Вот, и в силу того, что вы внутри знаете, вот сама проектная деятельность – это часто процесс не всегда увлекательный. Да? Вот подготовка проекта, да, это достаточно сложный процесс, да, очень сложный процесс. А вот вы сами с детьми хотя бы в рамках практики, ну, например, элементами проектной деятельности занимались? Да, разработка викторины, например. Да, вместе с детьми. Да, вместе с детьми. Ну и насколько это было продуктивно, насколько это интересно было детям? Детям это было вполне интересно. В плане продуктивности это, наверное, зависит от уровня знаний учащихся, на какую тему мы собираемся создавать викторину. В целом все прошло замечательно. Так, есть ли вопросы у аудитории к докладчику? Может быть, в Zoom кто-то проявится? Нету, да? Ну, тогда большое спасибо. И сейчас приглашается Роберт
Мунасипов, он нам расскажет об аниме. Отойдем, наверное, от каких-то чисто теоретических моментов в рамках вашей темы. Здравствуйте, дорогие участники и слушатели. В данный момент аниме набрало достаточно большую известность и является популярным направлением не только среди молодежи, но и среди всех возрастов. Поэтому, по нашему мнению, этот материал будет достаточно интересно рассмотреть в 10 классе на уроке мировой художественной культуры или искусства. История аниме началась в 20 веке, когда японские История аниме началась в 20 веке, когда японские кинематографичные студии начинают свои первые попытки создания анимаций, придуманных на Западе. Самый старый из известных выживших японских придуманных на Западе анимаций – это Кацудзу Шажи. Длится всего 3 секунды. Одним из первых аниме был 2-минутный комедийный фильм Камакура Гатана в 1917 году, в котором самурай будет испытывать свой новый меч. Первопроходцами же в области японской анимации были Симакава Оттен, Дзюцу Коти и Сейтара Китаяма. Одним из самых популярных и доступных методов в то время был метод среза анимации. Использовалось такими аниматорами, как Саная Ямамото, Ясудзи Мурата и Набора Офудзи. Позже также распространился метод анимации по средству аппликации. Уже к началу 1940 года появились организации создателей мультипликаций и художников, которые начали создавать свои творения. Тем самым прародителям, кто ввел основы, которые впоследствии трансформировались в современные серии аниме. Это история аниме. Сегодня аниме является уникальным культурным хранилищем, которое сочетает в себе телешоу для детей. Это жанр комода. Также аниме является в своем роде в первоначальном понимании, оно подразумевалось как подростковые работы. И достаточно часто даже несерьезными или серьезными для взрослых людей. Также как оно называется сёнэн, это для молодых людей, и сёдзе для молодых девушек. Самым частым упоминанием обычно являются работы Хаяо Миядзаки. Его «Унесенный ветром» стал первым и единственным анимационным фильмом, который получил награду Берлинского кинофестиваля как лучший фильм, а не лучший мультфильм. Пока что только одна книга Бориса Иванова «Введение в японскую анимацию» вышла на русском языке. В дополнение к краткому изложению истории аниме с 1917 по 1997 год книга содержит тур по истории японской культуры, короткой биографии многих аниме создателей и общей информации о современном аниме. 20 апреля 2000 года автор получил награду в память о Михаиле Литвине, награду за лучшее кино, гильдию киноведов и критиков. 7 марта 2002 года второе издание книги Бориса Иванова «Введение в японскую анимацию» ушло в тираж. Также в 2003 и 2004 годах журнал «Аниме Магазин» поступил в публикацию и являлся самым старым журналом в России, полностью посвященный аниме и манге. Полностью посвященный был аниме и манге. С 2003 года Anime Geek публикует новости об анимации и Японии вместе с аниме. Незнакомые с аниме люди обычно упоминают неестественные большие глаза. Фактически существующий стиль появился под сильным влиянием западной традиции анимации. Осаму Тейдзука, который был первым основателем этого стиля, был вдохновлен персонажами американских фильмов, таких как Бетти Буп, Микки Маус и Бэмби. Аниме-персонажи выделяют не то чтобы размером глаз, а как соотносятся с вниманием к деталям, глазам в сравнении с остальной частью лица. Нос и рот обычно отображаются несколько волнистыми линиями, за исключением моментов, когда персонаж разговаривает. Тем не менее, есть работы, в которых реалистичный образец – это нос, рот и щеки, равны другим деталям и частям человека, которые показаны и затенены с намного большей точностью, чем остальные. Когда идет визуализация глаз, легкие
и темные оттенки обычно используются одновременно. По глазам часто можно подумать о персонаже в целом. Они обычно отражают его возраст, открытость характера и другие незначительные детали. Но иногда используется цвет глаз как характеристика или характерная черта какого-то персонажа. Поскольку серия аниме обычно отображается на телевидении с частотой близко к серии в неделю, они используют команду, начиная от сценариста, директора, дизайнера и более 10 аниматоров. В дополнение к установленному расписанию выхода, если возможно, без потери качества, применяются так называемые методы ограниченной анимации. Они включают преобразование отдельных частей рисунка, сохраняя при этом большую часть изображения без изменений, статических планов и упущенную форму передачи эмоций. Теперь я бы хотел рассказать про мангу. Слово манга имеет достаточно много значений. Это политические рисунки, первоначально это подразумевались как политические рисунки в газетах, а также очень популярные истории по всему миру. Но для Японии это в основном комиксы. Создателей манги называют мангаки. Обычно это единоличный человек, часто без помощи участника, который и рисует картинку, и пишет тексты. Но манга также создается в творческой группе. Однако над мангой более 3 или 4 человек не работают. Часто манга и мангака также являются автором сценария, но происходит так, что в написании сценария принимает участие отдельный человек. Помимо профессиональной манги, есть также любительская, это так называемая додзинси. В полном своем понимании, в плане слова это додзинска. В более крупных городах есть специальные рынки, в которых додзински торгуют своими продуктами, а иногда при особой удаче находят серьезных издателей для своей работы. В Японии манга почти никогда не идет сразу в публикацию в виде книги. Вместо этого она сначала производится в форме выпуска или журнала объемом 20-30 страниц, и только тогда, в зависимости от успеха, конечно, собирается и опубликовывается в виде книги. Тот факт, что манга впервые печаталась в журналах, является одной из причин, почему манга имеет черно-белый цвет бумаги и рисунка. Народно признанные работы часто производятся в виде индивидуальных изданий на протяжении многих лет. Это Dragon Balls, Ranma, 1 и 2 часть и другие примеры. В конце нам хотелось бы сказать, что аниме оказывает существенное влияние на все искусство 21 века, что является характерно новым явлением. Его уникальность состоит в том, что оно сочетает в себе культуру стран восточной и европейской культуры, которая формирует новые эстетические идеалы. Аниме захватывает зрителей исключительной палитрой своих цветов, а также в некоторых жанрах представляя психологическое напряжение сценарием в разных сюжетах. Также это миры, пропитанные фантастикой, неожиданными концами, но самая важная вещь, которая у авторов получается, это идеально создать такие эмоции, которые характерны для настоящего человека, а не художественного персонажа. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Скажите, а что за первая анимация продолжительностью 3 секунды? Там это что такое вообще? Это получается, когда вот объяснить. Первая работа, которую они сделали, это была, получается, покадровая съемка. Они пытались создать близкое к частоте кинофильма. Ведь кинопленка 24 кадра, и они, получается, прорисовали все вот эти кадры и пытались создать первую анимацию, которая вот состояла из 3 секунд. Такая коротенькая, да? Mm-hmm. А тоже вот вопрос, вот насколько я помню, в нашей стране, по крайней мере, да, в России, 90-е годы, ну и начало 2000-х, это всплеск такого интереса и популярности был. А вот сейчас насколько там популярно аниме, манга в России, в мире? Насчет манги очень тяжело сказать, но вот сейчас, получается, Россия адаптировала этот жанр, и они выпускают свои комиксы в формате манги. Вот, например, «Майор Гром», вот новый фильм, который был, его, получается, сделала студия в Санкт-Петербурге, насколько я помню. Вот, они, получается, были первыми, одними из тех, кто сделал вот такую, грубо говоря, российскую, в кавычках, мангу. А насчет аниме, ну, в последнее время, конечно, вот где-то с 2010 по 2015 год это не особо было популярно, но в данный момент
у молодежи это набирает Опять, большие да? обороты. Да. Волна пошла. А вот все-таки про размер глаз. А в аниме это вот такая отличительная черта. То есть, если ты видишь мультфильм, где персонажи с такими крупными глазами, ты понимаешь, да, что это за жанр. А почему вот именно такая особенность изображения глаз, и тем более у японцев, у которых антропологический тип несколько иной? Ну, на этот вопрос тяжело ответить, но вначале, получается, самый первый автор манги, я забыл его имя, он, в общем, вдохновился идеями вот, Осаму Тайдзука. Он был, получается, фанатом мультфильмов Уолта Диснея. Ему очень нравились глаза, как они красиво прорисованы. И он решил немного это, как бы сказать, гиперболизировать, в общем. То есть это некая традиция, идущая от одного из родоначальников, да, которую дальше развивают. Ну, спасибо. Так, у аудитории Можно есть вопросы? Спасибо за доклад, интересная тема. Хотелось бы узнать, для человека, который не интересовался аниме, допустим, с какого произведения начать знакомство с культурой аниме. Ну вот вам, вот чисто ваши впечатления. Ну, я бы посоветовал фильмы Хаяо Миядзаки, либо, ну там, знакомые всем классикам, это «Унесенные ветром», либо фильмы другого режиссера, я подзабыл его имя, это, например, «Твое имя» и еще другие фильмы этого автора. Произведение «Твое имя», да, называется. Еще вопросы? Так, в зуме нет? Хотели. А? Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос. Меня зовут Фомичева Валерия Юрьевна, я студентка Туймазинского педагогического колледжа. Меня слышно, да? Да, слышно. Я бы хотела задать такой вопрос. Можно ли еще как-то использовать аниме в обучении, кроме как использовать для ознакомления культуры Японии? Ведь редко кто относится серьезно к аниме, так как это больше развлечение. В таком случае, можно ли путать обучение и развлечение? Спасибо за вопрос. Я думаю, что надо использовать аниме как именно обучение, а не развлечение. То есть показывать какие-то отрывки, показывать различия, например, в качестве, которое было в 2000-х годах или которое сейчас. Потому что сейчас картинка, которая есть в аниме, она достаточно близко приближена. Например, в фильмах под названием «Твое имя» там очень хорошо прорисована еда, настолько качественна, что иногда ее можно просто перепутать с едой. К примеру, можно использовать такие материалы для обучения. Если я правильно понял ваш вопрос. Художественную культуру изучать, да, Да, вот по аниме. Там достаточно хорошо прорисованы пейзажи и города. Так. Спасибо большое за ответ. Так, есть ли еще вопросы? Нет, да? Спасибо, Роберт. И к выступлению приглашается Шамедова Самира Джавадовна. Тема «Социально-гуманитарный цикл дисциплины, его значение в подготовке специалистов». Доброе утро, уважаемые участники конференции. Уважаемые участники конференции и организаторы, сейчас я бы хотела затронуть проблематику внедрения дисциплин в подготовку специалиста и, соответственно, значение. Сами гуманитарные дисциплины оказывают большое влияние на развитие ценностных ориентиров студентов, их квалификации, являясь средством становления личности, формируя коммуникабельность, профессиональную мобильность. Также они играют важную роль в вырабатывании сознательности к процессам самообразования и самосовершенствования. В настоящее время преподавание строго прикладных дисциплин является помехой в подготовке специалиста, так как наличие предметов, касающихся исключительно какого-то определенного конкретного направления, лишает возможности развиваться во всех сферах, если мы уберем самообразование на второй план. Именно социально-гуманитарные дисциплины расширяют и углубляют знания студентов о мире, социуме, культуре и истории.
Изучение данных дисциплин способствует формированию представлений о многообразии мира и убежденности в необходимости знать специфику глобализации мировых изменений, где одна из сфер не может существовать без другой. Социально-гуманитарные учебные дисциплины являются второстепенными на факультетах с иными направлениями. Не опровергая практических достижений подобного подхода к обучению, следует отметить, что студенты зачастую являются обучающимися на руководствующей должности, а также во всех случаях должны взаимодействовать в социуме. И главными затруднениями, с которыми есть вероятность столкновения, будут проблемы в работе в обществе и взаимодействии с людьми, а также в принятии управленческих решений. Важно искоренить несоответствие развития технического прогресса и духовного. Сейчас я бы хотела разобрать более подробно структуру социально-гуманитарных дисциплин. Филология – это изучение языка в устных и письменных исторических источниках, пересечение текстологии, языкознания, литературоведения, истории и лингвистики. К ней причисляется в основном знание языков и литературы. Преподавание хотя бы одной из дисциплин укрепит внутреннюю культуру человеческой морали, а также обогатит речь, позволяя вести конструктивные диалоги и более точно выражать свои мысли, что важно при общении с людьми. Это избавит от недопониманий и позволит продемонстрировать осведомленность в определенных проблемах. Далее философия. Рациональное, абстрактное, методическое рассмотрение реальности в целом или фундаментальных измерений человеческого существования и опыта. Изучение философии особенно хорошо подходит для развития различных интеллектуальных навыков, связанных с анализом концепций, критикой идей, проведением здравых рассуждений и аргументацией. Важно подчеркнуть, что философское исследование также способствует интеллектуальному творчеству. Очевидные примеры использования концепций философии включают применение навыков рассуждения и аргументации в юридической практике, применение аналитических и критических навыков в журналистике, инвестиционном банкинге, писательстве, издательском деле и так далее. Использование философского образования для работы в бизнесе, политической и социальной активности, а также в творчестве. Далее, политология или политическая наука – это социальные исследования, касающиеся распределения и передачи власти в процессе принятия решений, роли и систем управления, включая правительство и международные организации политического поведения и государственной политики. Политологи могут обеспечить рамки, с помощью которых журналисты, группы с особыми интересами, политики и электорат анализируют проблемы. Из этого следует, что изучение самой концепции политической науки способно развить социальные качества человека, знание политической деятельности страны, а соответственно и процессов, происходящих в ней, что немаловажно для любого специалиста. Экономика – социальная наука, занимающаяся изучением производства, распределения и потребления товаров и услуг. Она фокусируется на действиях, основанных на предположениях, что люди поступают рационально, стремясь к наиболее оптимальному уровню выгоды или полезности. Тем, на чем строится экономика, является исследование труда и торговли. Знание работы структуры экономики помогут будущему специалисту в распределении своих ресурсов на предложение и создание услуг. Далее, искусствоведение. Историческое изучение изобразительного искусства, занимающееся выявлением, классификацией, описанием, оценкой, интерпретацией и пониманием художественных произведений и исторического развития областей живописи, скульптуры, архитектуры. Эта дисциплина включает в себя такие области, как социальная история, эстетика, экономика, политика и антропология. Несколько аспектов искусства говорят об истории по-разному. Все это объединяется в истории искусства, чтобы помочь понять события прошлого без использования простых слов или простых выводов. Данная дисциплина дает возможность познакомиться с другими гуманитарными предметами, соотнести их, сделать выводы и критически оценить события по произведению самостоятельно. Процесс обучения также помогает узнать о переломных моментах в истории и точно знать, каким был опыт данного временного отрезка. Искусство помогает узнать о переходе времени как на социальных, политических, так и на экономических стадиях. Кроме того, эта дисциплина поможет получить очень богатое представление о различных мировых культурах, традициях и переходах в социально-экономической роли. История – изучение событий прошлого, происходивших до изобретения письменности и считающихся предысторией. Данная дисциплина включает в себя академические дисциплины, которые используют повествование для описания, изучения, опроса и анализа последовательности прошлых событий для исследования причинно-следственных связей.
Знание исторических событий позволит выстроить определенную систему понятий, целостную картину мира. И также поможет понять настоящее и предсказать будущее, способно защитить отдельных людей или целые народы от повторения ошибок прошлого, закладывая определенные стандарты на полученном опыте. Далее, этика – дисциплина, применяемая к любой системе или теории моральных ценностей или принципов. Ее предмет состоит из фундаментальных вопросов практического принятия решений, и его основные проблемы включают природу, конечные ценности и стандарты, по которым человеческие действия могут быть оценены корректно или наоборот. Она прививает способность размышлять над ситуацией и решением со взвешенными предпосылками к верному по моральным принципам умозаключению, что пригодится в практической деятельности. Психология. Научные исследования ума и поведения. С помощью психологии можно попытаться изменить или контролировать поведение. Она стремится уметь предсказывать будущее поведение на основе результатов эмпирических исследований. Ее концепция относится к вариантам контроля и понимания себя. Знание своих отрицательных черт позволит работать над ними, а вместе с этим курировать ситуации и не позволять ей выходить из собственного наблюдения. Зная свои возможности и предсказывая поведение оппонента, существует успешная возможность управления событием. Логика – изучение правильных рассуждений, включающее в себя составление умозаключений. Правило умозаключения считается сохраняющим истину, если вывод, полученный в результате применения правила, истинен всякий раз, когда истинны предпосылки. В более широком смысле логика включает в себя изучение умозаключений, которые могут привести к выводам, содержащим новую информацию. Она позволяет получить достоверные знания, отличить верные суждения от возможной погрешности, а также сделать немедленные выводы в критической ситуации. Таким образом, хотелось бы сказать, что знание социально-гуманитарных дисциплин и их концепций позволяет человеку адаптироваться к другим культурным реалиям, снять отторжение, агрессию, сформировать толерантность, а внедрение определенных образовательных программ, связанных с социально-гуманитарными дисциплинами, конкретно в университетах, существенно будет способствовать этим процессам. У меня все. Спасибо за внимание. Вам спасибо за доклад. Вот студенты 5-го курса МХК не дадут мне соврать. Я им постоянно вдалбливаю про то же самое, что гуманитарные дисциплины и гуманитарное знание очень полезно любому человеку, какого бы профиля обучения, какое бы образование он не имел. Так что доклад ваш действительно совпал с моими, например, представлениями. А вот можете сказать, по сравнению с естественно-научным знанием, по сравнению, там, ну не знаю, говорят часто, хотя это не совсем верная классификация, с точными науками, какие преимущества имеет гуманитарные науки, гуманитарное знание? Ну, работа с людьми, так как большинство, то есть мы живем в социуме, соответственно, знание поведения, ну, то есть свое поведение, поведенческие отношения, построение отношений с другими людьми, речь, все это, я думаю, будет являться ключевым моментом в отношениях, в построении конкретно в отношениях вот с людьми. Ну, еще фактор, что... Если мне будет позволена реплика, Тимур Закирович, я бы сказал так, что для естественных и технических наук главное – это ответ. Для гуманитарной области главное – это вопрос. Потому что вся мировая гуманитаристика строится на одних и тех же вечных вопросах культуры. А вот ответы на них каждое время находят свое. А для естествознания и техники главное найти ответ. Повторно к нему уже никто возвращаться не будет. Ну и, наверное, большая универсальность, да, вот в плане применения гуманитарных знаний, нежели более узкоспециализированных все-таки знаний из других областей. Ну, мы с этим сталкиваемся в повседневной жизни гораздо чаще. Так, у аудитории есть ли вопросы к докладчику? Да, здравствуйте. У меня снова есть вопрос.
Я бы хотела спросить, вот если брать, например, такой предмет, как философия, это неточный предмет, как бы вы посоветовали, порекомендовали преподавателям оценивать его, так как там в основном оценивается мнение. У каждого преподавателя может быть свое мнение, и какое-то мнение учеников, студентов ему, может быть, не нравится, и он может оценить ниже. Как бы вы порекомендовали оценивать такие предметы неточные? Во-первых, я думаю, важно понимать, что сколько людей, столько и мнений, и рассматривать проблему либо вопрос с точки зрения самого студента. То есть важно иметь свое мнение, но принять чужое мнение и взгляд тоже не менее важно. А оценивать-то как? Вот. Если мы говорим об оценке. Оценка конкретно мнения? Ну да, вот задан был вопрос именно о том, что сложно некие субъективные моменты оценивать. Да? Вот ты приведем в пример философии, такой предмет, как философия, философские знания. Оценка будет зависеть от субъективности. Но я думаю, нужно оценивать по достоинству, даже несмотря на то, что отличается. Владислав Львович, как человек с многолетним опытом преподавания философии, что вы можете по этому поводу сказать? Я по этому поводу могу сказать, что у философии есть две составляющих. Первая – это знание фактов и концепций, и второе – это их оценка. Образно говоря, знать, что такое сократическая педагогика – это одно, а считать, я сейчас грубо скажу, а считать, что Сократ дурак, потому что он абсолютно не обращал внимания на то, как он выглядит, и очень сильно досаждал Ксантиппе в своей жизни, обычной, семейной, то это уже другой разговор. Я могу 30 раз считать Сократа человеком с точки зрения внешнего поведения далеким от идеала, но это не освобождает меня от знания сократических подходов. Так вот там, где я говорю, что Сократ был, мягко говоря, не лучшим образцом морального поведения, это не оценивается. А знание или незнание его системы вполне подлежит оценке. И то же самое я могу сказать о категориях философии, потому что цель, объект, предмет, причина, повод, следствие – это очень конкретные понятия, которые надо элементарно знать. И здесь очень просто оценивать, знает или не знает. Поэтому не надо всю философию, на мой взгляд, сводить только к оценочной составляющей. Прошу прощения, если я был неправ. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы в аудитории? Нет, да? Вам спасибо большое за доклад. Вы у нас студент колледжа, да, и поэтому добро пожаловать после его окончания к нам учиться, продолжать образование. Так, ну мы закончили обсуждение докладов нашей пленарной части конференции. Все, кто присутствовал в Зуме и, к сожалению, не так смело, да, пытались задавать вопросы и обсуждать, но тем не менее большое спасибо тем, кто все-таки это сделал. А запись пленарного заседания будет находиться на странице нашего университета в YouTube, поэтому вы можете просмотреть, вы можете скопировать оттуда эту запись, если она вам будет необходима или интересна. Добро пожаловать на секцию, которая будет у нас с часу дня. И большое спасибо участникам конференции, да, очным участникам конференции, которые пришли сюда и в таком формате поучаствовали. Это не для меня, по крайней мере, первый раз и необычно. Я думаю, студенты также приобрели опыт участия и в таком формате научных мероприятий. На этом мы завершаем нашу пленарную часть
конференции. Всем огромное спасибо. Спасибо, Всё. всего доброго.